Политика. Сегодня в Коми стартовало первое внутрипартийное голосование. 24 и 25 мая жители Сыктывдинского района определят кандидатов, которые представят их на выборах в Госсовет и Райсовет. Напомним, что по результатам выдвижения Сыктывдинский район входит в тройку лидеров по числу предложенных кандидатов для участия во внутрипартийном голосовании. За место в Госсовете здесь решили вступить в борьбу 16 человек. На депутатство в местном совете претендует 214 жителей района. В фойе Выльгородского дома культуры яблоку негде упасть. И это в разгар рабочего дня. Такой явки не ожидали даже сами организаторы. Сейчас мы будем смотреть все плюсы и минусы самой организации. Потому что вы видите, что и народу много подошло, и, может быть, где-то какие-то службы не будут успевать справляться. Для нас сегодня очень важно именно организационную часть отследить, посмотреть. В таком открытом формате предварительное голосование в Коми проходит впервые. По мнению единороссов, оно станет серьезным испытанием для всех кандидатов. На избирателях же лежит большая ответственность. Сегодня у избирателя есть возможность заранее определиться и проверить, что называется, правильность своего выбора. А на того кандидата или не выбрали. У них есть сегодня возможность, что называется, проверить свои позиции. И до дня голосования, почему и сделано предварительное голосование партии «Единая Россия», потому что есть возможность, что называется, пообщаться с людьми, глаза в глаза посмотреть. И это самое главное, потому что у нас 13 сентября день голосования, и до этого еще есть возможность много чего узнать, потому и предварительное. Отдать голоса за своего кандидата смогут жители не только Выльгорода и Пашги, но и еще 12 населенных пунктов района. Для этого задействованы переносные урны. По предварительной информации, сельчане в ПВГ участвуют тоже активно. Я, например, хотя бы буду знать, за кого голосовать, кто вызывает симпатию. Перед этим мы еще ведь изучали, у нас же были встречи всевозможные с этими людьми. После предварительного голосования жителей Выльгорода ждал концерт. На сцене выступила солистка ансамбля «Асьякыа» Екатерина Курочкина. Уже завтра голосование пройдет в селе Зеленец. Результаты ПВГ станут известны 26 апреля. Партийцы уверяют, процесс подсчета голосов будет максимально открытым. Анастасия Тюрнина, Павел Фетисов о старте предварительного голосования, цель которого – поиск кандидатов от народа.